Практически собрал я этот самолет F-35, установил туда всю электронику, которую собирался ставить. И в этом видео покажу именно установку электроники, как что подключено, расположено, соединено. А в следующем видео буду уже показывать именно саму настройку автопилота. Итак, начинаем. Так, снимается эта крышка и открывается доступ к внутренней части. Как видно, камеру курсовую я установил на поворотную серву. Также напечатал маунт для аэроюнита и закрепил за камерой. Все это снимается одним единым блоком. Вот таким вот образом. Стекло пришлось отделить, потому что довольно мутное оно, и через стекло картинка очень плохая. Изначально я хотел поставить автопилот F405 Wing Nano, но возникла проблема с включением серв, что там внутри не очень неудобно. Я вот замутил такую вот переходную штучку даже, но потом возникла проблема с беками. Дело в том, что вот такие беки, которые я хотел рассчитывать Mini 560, они не особо-то рассчитаны на 6S. Мутить какой-то дополнительный понижающий стабилизатор или вторую батарею, или питать от балансированного эти стабилизаторы не очень хорошая идея. В итоге я психанул и заказал Motec H743 Wing. Вот тут там находится за сплетением проводов. Вот видно, что два 4-пиновых разъема. В них вставлены сигнальные провода, во вторую серию 4-пиновых разъемов вставлены плюсовые провода, а в третью серию земляные провода, минусовые провода. И вот так вот оно все подключено. Также по подключению я подключил раздельно элероны, раздельно рули высоты, чтобы потом в будущем поэкспериментировать и сделать флопероны и сделать элевоны. Интересно, как это будет управляться. Конденсатор посадил на термоклей, чтобы он тут не болтался, не вибрировал. Я буду использовать два датчика тока и один датчик напряжения. Датчик напряжения будет использоваться штатный, а вот датчика тока два. Один штатный, а второй аллегровский, который будет мониторить силовой ток. И к тому же я поменял их местами, то есть чтобы основной был все-таки у меня аллегровский, который я буду видеть в ОСД, а второй это датчик тока, встроенный в Motec. Я его не буду видеть на DJI OSD, но он будет учитываться в логах, будет видеться в логах. Потребление там будет копеечное, потому что что там будет жрать только полетный контроллер, сервы и AirUnit. Также можно увидеть, что мотор я подключил не на первый сервовыход, который находится вот здесь, а на ледовский сервовыход, то есть который, по идее, для подключения LED подсветки. Дело в том, что сервовыходы сгруппированы по таймерам. И если я захочу включить D-Shot, а я включил D-Shot на этом сервовыходе, вот на ледовском, если я бы включил его на первом сервовыходе, то я бы включил D-Shot и на втором сервовыходе, который у меня задействован под сервой. И я лишился бы одного сервовыхода. А ледовский сервовыход, он как бы отдельный. И он ни с кем не сгруппирован. Поэтому я на нем спокойно могу безопасно включить D-Shot. И не будет никакого конфликта. И у меня еще остается два свободных сервовыхода. Даже три. Нет, два. Да, два сервовыхода еще остаются свободных, которые я могу задействовать под что-то дополнительное. Не знаю пока под что, но могу задействовать. Так, то есть отдельно подключены элероны, отдельно подключены рули высоты и отдельно подключено переднее колесико, рулежка переднего колеса. Потому что там в автопилоте есть функция Ground Steering, и, собственно, эту функцию я хочу задействовать. То есть колесико у меня подключено не в параллель к рудеру. Все вот эти проводочки я укоротил, чтобы они тут не болтались большой косой и не висели. Такое вот подключение получилось. Ну и закрываю отсек полетного контроллера крышечкой, на которой будет ложиться батарейка. На этом по соединению все. Возможно, сейчас, наверное, еще нарисую блок-схему, как все подключено, чтобы было вам понятно. Может, кому-то это поможет в организации подключения полетного контроллера. И нужно будет приклеить, наверное, модуль GPS, чтобы он тут уже не болтался, был как-то жестко зафиксирован. Приемничек тут зафиксировать. И можно переходить к настройке.